Ее зовут Седагет, что в переводе означает «верность». И это имя вполне оправдано характером, принципами, взглядами, всей ее жизнью. Седагет верна всему, за что берется с целью создать. Она беззаветно верна своему народу, служению которому отдает все свое щедрое сердце. Седагет Керимова родилась в Кусарском районе Азербайджанской республики. Ее мать Кюбра преподавала в школе лезгинский и азербайджанский языки. Отец Каинбек был агрономом. Родители с детства приучали всех 6 детей к труду и ответственности. Седагет начала писать еще со школьных лет. Ее первым успехом стала победа в республиканском конкурсе школьных сочинений «Азербайджан. Край родной», которая и определила весь дальнейший жизненный путь. После окончания школы она поступила на журфак Азербайджанского государственного университета. С первых же дней учебы в вузе стала внештатным корреспондентом молодежной газеты. Публикации молодой журналистки пользовались популярностью благодаря твердой позиции и оригинальному стилю изложения самых актуальных тем. Ее смелость чувствовалась в каждой статье. К примеру, чтобы написать о проблемах сирот и одиноких стариков, она сутками жила в детских домах и домах для престарелых. По материалам молодой журналистки было возбуждено немало громких дел, был принят ряд соответствующих мер. На 5-м курсе университета ей предложили работу в одном из ведущих печатных изданий республики «Совет Кенди», где она проработала 17 лет. С журналистикой связана вся ее жизнь. Долгие годы она руководила отделом в газете «Азербайджан», была заместителем главного редактора в газете «Гюнай». Седагет дважды участвовала в парламентских выборах, но, несмотря на блестящую предвыборную кампанию и одержанную победу, депутатом стать не смогла. Но это якобы поражение не сломило ее, не помешало ей творить во благо своего народа. Ее трудолюбию, целеустремленности и стойкости можно только позавидовать. Перу автора принадлежат свыше 8 тысяч статей, очерков, корреспонденций, зарисовок, эссе и фельетонов на 3 языках. За заслуги в области журналистики Керимова удостоена самых престижных профессиональных наград. В 2006 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры Азербайджана». В 2017 году награждена медалью правительства Республики Дагестан за любовь к родной земле. Она автор 26 книг, вышедших на разных языках – русском, азербайджанском, лезгинском. Совсем недавно ее книга «Лезгия» была издана в Турции на турецком языке. В городах Бурса и Балыкесир с большим успехом прошли презентации книги. Седагет была до слез растрогана теплым приемом и большим интересом к своему творчеству в этой стране. О жизни и деятельности Седагет Керимовой написано 4 книги, сотни статей и рецензий. В десятках городов Российской Федерации с успехом проходили ее творческие вечера. Она объехала многие страны, где волею судьбы проживают этнические лезгины, встречалась с соотечественниками, передавая им через свое творчество любовь к исторической родине. Любовь к родному языку – это отдельная и удивительная грань ее личности. Она преподавала лезгинский язык и литературу в бакинском филиале ДГУ, организовывает курсы лезгинского языка для молодежи, составляет и издает словари, проводит музыкально-литературные вечера, выпускает газету, снимает фильмы, делает все возможное и невозможное для сохранения родного языка. Когда у Седагет спрашивают, сколько у нее детей, она, улыбаясь, отвечает: 4 – Фархад, Севда, Сувар и Самур, причисляя к именам сына и дочери названия 2 своих детищ – газеты «Самур» и ансамбля «Сувар». Ведь и в них она также вложила душу, десятки лет труда, терпения, любви. Ансамбль «Сувар» она создала в 1996 году. Начинала с нуля, с подбора музыкантов, создания репертуара для исполнителей. Более 100 песен из репертуара ансамбля написано Седагет, причем авторскими являются не только слова, но и музыка. Позже при ансамбле она открыла школу танцев, которая уже многие годы пользуется любовью лезгинской молодежи города Баку. Сейчас «Сувар» известный в республике и за ее пределами народный коллектив, выступающий на самых престижных фестивалях и представляющий Азербайджан даже за рубежом. Одно то, что юбилейный концерт ансамбля «Сувар» состоялся в самом лучшем зале Азербайджана во дворце Гейдара Алиева, уже говорит о его авторитете.
После торжественного празднования 20-летнего юбилея ансамбля Садагет доверил руководство молодому воспитаннику Сувара, но по-прежнему всей душой остается со своим коллективом во всех его начинаниях. Газета «Самур», целью которой является сохранение родного языка и культуры, пропаганда лучших традиций и обычаев лезгинского народа – особая радость Садагет. Пост редактора ей предложили в 1997 году. Узнав о том, что финансирование первой лезгинской газеты Азербайджана «Самур» из государственного бюджета прекращено и некому взять на себя этот нелегкий труд, она оставила престижную работу в правительственной газете. Это трудное, но в то же время благородное дело она с первых дней продвигает вместе с известным журналистом, писателем, исследователем Музаффаром Меликмамедовым. Садагет пришлось взвалить на себя не только издание газеты, но и ее финансирование, распространение и даже саму перевозку. Все эти трудности она приняла мужественно и стойко, впрочем, как и все препятствия на пути к целям своей жизни. В ее жизни словно нет вершин, которые могут не покориться. В 50-летнем возрасте она покорила вершину горы Шахдаг, которая поддается не каждому молодому. И не только покорила вершину, но и сняла в процессе восхождения фильм. Канал Садагет на YouTube – это целая коллекция интересных этнографических фильмов, целиком посвященных традициям, обычаям и культуре родного народа. Она любит бывать в своем загородном кусарском доме, куда с семьей старается выбираться в выходные. Выращивать цветы, ухаживать за фруктовыми деревьями – это не просто ее хобби, а возможность отдохнуть душой, зарядиться энергией природы. «Потрясает масштаб этой личности», – сказала Садагет, руководитель отдела культурно-информационных программ Постоянного представительства Республики Дагестан при президенте Российской Федерации Дженнет Шамасова. Такие неординарные личности рождаются обычно в эпоху Возрождения. Композитор, поэт, публицист, общественный деятель, редактор, худрук и все в одном лице. Лезгинский народ гордится ею. Многие другие народы хотели бы считать ее своей. Но я думаю, что личности такого масштаба принадлежат целому миру. Их сердце открыто для красоты, для полета, для творчества. Именно они выполняют великую миссию объединения народов, а это очень актуально и важно в наше время. Трудно поверить, что можно суметь вот так, как Садагет, объять необъятное. Что можно одинаково успешно писать в самых разных жанрах, от прозы и поэзии до детских сказок, от энциклопедий до словарей, заниматься общественно-политической работой, болеть проблемами сохранения родного языка и культуры. И при таком обширном поле деятельности и нагрузках иметь хорошую семью, быть любящей женой, матерью и бабушкой. Далеко не каждому дано так щедро творить, любить, так много посвятить родине и своему народу.